Наш эфир продолжит программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Сегодня в Якутске на пляже в 202-м микрорайоне проходит заплыв моржей спортсменов-экстремалов. Мероприятие посвящено Дню полярника, который мы отмечали 21 мая. Заплывы происходят на дистанции 120, 70 и 50 метров. После завершения соревнований до начала награждения планируется массовое окунание в холодной воде всех желающих на время от 10 до 60 секунд. Пробуют свои силы пловцы старше 18 лет с соответствующей подготовкой. Все желающие имеют медицинскую справку. Об этом всем нам расскажет гость программы. Это Александр Брылин, почетный полярник России, член Совета ассоциации полярников, председатель Межрегиональной ассоциации холодового плавания России, рекордсмен книги рекордов России, книги рекордов Гиннесса. Это все один человек. Александр Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о соревнованиях, которые проводятся. Как шла к ним подготовка? Было сложно или не очень? Культивация зимнего плавания проходит в Якутии с 2013 года. Хочется что отметить, что как раз именно в 2013 году был осуществлен заплыв через Берингов пролив. И с того дня, вот при поддержке нашего светлейшего человека, это Владимира Михайловича Членова, мы стараемся проводить на 21 мая каждый год заплывы на реке Лена. Насколько я знаю, вы тренируете спортсменов в Амурской области, также под крыло взяли якутских пловцов. Насколько плодотворно и успешно получается с ними работать? Ну, хочется что сказать. Дело в том, что в Якутии пока нету центра закаливания. Чтобы это занятие стало систематическим, необходима такая база, или дом полярника, или центр закаливания, чтобы массовость и профессионализм укреплялись, и это давало развитие, то, как происходит в других регионах нашей страны. С этой идеей мы, конечно, планируем выходить на главное руководство Республики Саха-Якутия, так как есть уже группа людей, которые готовы заниматься, закаливаться и, соответственно, пропагандировать движение моржи Якутии в Республике Якутии, в городе Якутске. Скажите, а чем хороша и, самое главное, полезна ледяная вода? И как вы считаете, могут ли подобные заплывы в ближайшее время привлечь все больше и больше желающих в них участвовать? Во-первых, Якутия сам по себе арктический регион. Это одно из главных. Холод – это бренд Якутии. Во-вторых, все мы помним, такое было выражение: холод и голод дают здоровье человеку. Когда человек закаливается или окунается в воде, или кратковременно выходит, то иммунитет укрепляется, это в первую очередь. Во вторую очередь, ребятишки, если будут закаливаться, они не будут болеть простудными заболеваниями. Интеллект расширяется, дети становятся сообразительнее, умнее, быстрее процессы и воспитательные, и ответственность, и уважение к старшим. Все это вот как раз развивается и культивируется в человеке благодаря зимнему плаванию. А ледяное плавание – это уже гораздо профессиональное увлечение именно для тех людей, которые выходцы из спорта. Расскажите, пожалуйста, о вашем попадании в Книгу рекордов России и, конечно, Книгу рекордов Гиннесса. С какими достижениями вы там оказались? Первый рекорд, который я поставил, это был в 2008 году. Произошло это неожиданно. Я готовился на самом деле для участия в чемпионате мира в Лондоне. Там такое есть местечко Тутанг-Бек-Лида, это большой открытый бассейн. И после этих соревнований приехал, и родилась идея провести первый
такой после советского пространства заплыв в ледяной проруби на максимальную гонку. Подали заявку в Книгу рекордов России, подготовили прорубь по стандартам, подготовили доказательную базу. И тогда у нас было 4 претендента. Согласно жеребьевке распределились по заплывам. И максимально 1425 проплыл я, 1250 метров проплыл Андрей Хамрай и 1087 метров проплыл Константин Дружинцов. Соответственно, по наибольшему пребыванию и прохождению дистанции первый рекорд России закрепился за мной. В 2010 году повторили рекорд, пригласили порядка 20 участников, пригласили китайских спортсменов. Они сказали, что мы побьем рекорд, что проплывем 3000 метров. Мы прям были напряжены и думали, что неужели такие есть пловцы, которые могут проплыть 3000 метров в ледяной воде. Но все обошлось. Снова на дистанцию вышел Андрей Хамрай. Несколько спортсменов из регионов России приехали. И получилось, что я проплыл 1700 метров. Еще один парень из Новосибирска, Панасюк Виталий, проплыл тоже 1700 метров, но за более длинное время. И Андрей Хамрай проплыл 1550 метров. Так стал второй рекорд, 1700 метров. Третий рекорд России – это стал заплыв 2200 метров в Тюмени. На озере Чемпионов мы плыли с Андреем Сычевым. Температура воздуха была минус 30 градусов. И также материал весь подавался на Книгу рекордов России. И это уже была подготовка к большому марафонскому заплыву, который должен был осуществиться, и он был выполнен в 2013 году. Заплыв через пролив, Берингов пролив. 2013 год, дистанция 86 километров. Мыс Дежнева, мыс Принца Уэльского. Расстояние увеличилось из-за течений, получилось 134 километра. И благодаря этому мероприятию все 66 пловцов являются рекордсменами книги Гиннесса. Вы сейчас рассказывали, а мне прям холодно было, когда я сидел это и слышал. В начале беседы вы сказали, что у вас есть намерение обратиться к властям нашего региона, чтобы популяризировать данный вид спорта. Скажите, на ваш взгляд, какие все-таки условия необходимо создать в Якутии или в любом другом практически регионе нашей России, благо природные условия позволяют, чтобы этот вид спорта развивался? Первое, нужен доступный водоем. Второе, нужно помещение, которое будет или охраняться, или оно будет содержаться за счет средств членов клуба «Моржи Саха-Якутия». И, соответственно, на этой базе уже можно будет планировать и строить работу, благодаря которой получится развитие. Александр Викторович, я благодарю вас за эту увлекательную беседу. Огромное спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго, и новых достижений, безусловно. Спасибо. Всего доброго. Это была программа «Актуальное интервью», и нашим гостем был Александр Брылин, почетный полярник России, член Совета ассоциации полярников, председатель Межрегиональной ассоциации холодового плавания России, рекордсмен Книги рекордов России, Книги рекордов Гиннесса. Берегите себя, не забывайте носить маски и обязательно соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.